представитель. Начинаем нашу акцию, всероссийскую флешмоб, посвященную Северной экспедиции, приуроченной к Международному дню почты, который каждый год празднуется 9 октября. В этом году она посвящена 350-летию со дня рождения Петра Великого. Вы все прекрасно, может, знаете, может, сейчас вы знаете от нас, что почтовые сообщения в Российской империи начались с такого мощного заказа, как Великой Северной экспедиции, когда Петр I дал поручение Витасу Берингу пробить сделать восточные ворота нашей Российской империи в Охотске, и Витас Беринг начал делать. И группа энтузиастов, пермских, в первую очередь, географов-краеведов, решила сделать такую всероссийскую акцию. И мы, соответственно, в этом году город Якутск, исторический парк «Россия. Моя история» получил такое право быть центром. То есть мы получаем все почтовые открытки, проводим все мероприятия, и мы очень рады, что эта акция попала к нам, в наши руки, потому что Витас Беринг у нас на самом деле был в Якутске целых 4 года во время первой Камчатской и второй Камчатской. Сейчас мы видим, идет регистрация. Сразу же в историческом парке у нас есть возможность купить и открытки, и марки, наклеить. Мы их потом по окончании акции на почту отвезем, там сделают соответствующие штемпеля, и они придут к нам обратно в Якутск, наш исторический парк. Такой укороченный путь, а все остальные будут высылать из всех направлений и всех мест нашей Российской Федерации к нам. Эфир идет прямо с исторического парка города исторический парк. Вот мы идем. И с вами журналист Олег Желнин, медиацентр исторического парка. И мы перед вами сейчас выступал доктор биологических наук Михаил Чирозов. Он один из инициаторов этой акции. Вот сейчас происходит непосредственное действие, в котором и состоит вся акция. Здравствуйте, вы сюда подошли, пришли сегодня для чего? Что вас здесь интересует? Что интересует? Вообще этот парк настолько интересный, настолько замечательный и увлекательный, что здесь интересует все. Я здесь не первый раз, постоянно, так сказать, бываю. А как вас зовут? Сергей Петрович. А фамилия? Кочеводов. Вы сейчас в акции с открытками участвуете? Конечно. Чем она привлекательна для вас? Для меня, я, в общем-то, давний коллекционер. А подойдемте тогда, расскажите об этих открытках. Чем они привлекательны? Скажу так. Единственный в республике почетный член Союза филателистов России. Это в нашей Якутии? Да. А есть такой союз, да? Союз России есть. Да. Вот я почетный член Союза России. Я много лет занимаюсь этим делом, коллекционированием. У меня великолепные экспозиции, готовые выставки. И во многих местах я выставлял их. И в Якутии, и за ее пределами. И участвовал, вернее не участвовал, а был приглашен показать мои экспозиции на международных конгрессах. То есть сколько у вас открыток? Это я не могу сказать. Много. Много, да? Много. А в данной акции, в данном флешмобе, да, чем интересны вот эти открытки, в отличие от других, которых вы собираете? Они равнозначны тем, что они более редкие, более старые, и вообще никто не сможет. В чем
необычность, в чем прекрасность этих открыток для вас и для коллекционеров? Во-первых, познавательность. То есть каждая открытка, когда, допустим, вот, здесь, которые открытки, они идут с текстом, а те, которые открытки, ну, обычные, почтовые, они идут без текста. То есть только изображение и короткий текст. Ну, например, экспедиция Прончева. И все. Значит, в разные источники приходится заглянуть, посмотреть, прочитать, увидеть, где-то по телевизору увидеть и так далее. То есть масса источников информации, в которые, соответственно, приходится заглянуть. Это же очень интересно. И вот Большой большой познавательный момент. для истории страны, об истории страны. Конечно, конечно. Именно об истории. Именно об истории. И у меня мои экспозиции выставочные именно построены все. Она у меня не одна, а все построены в историко-хронологическом стиле. То есть от первого, ну, то, что было выпущено, значит, допустим, какая-то открытка, первая открытка, посвященная этим событиям, вот с первой открытки до сегодняшнего дня. То есть именно и плюс к тому, когда эти события происходили. То есть может быть современная открытка, как вот эти, например, но она посвящена вот 1700 годам. Поэтому она может оказаться впереди, а современная сзади. Спасибо. Или наоборот. Спасибо. Мы сейчас покажем. О, здесь и присутствует директор исторического Дмитрий Иванович. Вот мы сейчас поговорили об открытках, да, самих почтовых. И действительно, вот сейчас мы покажем, а вы расскажете, в чем вот эксклюзив этих открыток. Ну вот мы, исторический парк, второй год принимаем участие в этой акции. Ну, во-первых, благодарим наших уважаемых Ильдара Маматова, Валерия Сушкова за эту прекрасную акцию, очень интересную, очень глубокую, которая возвращает нас к истории Великой Северной экспедиции, которая, в свою очередь, связывает нас с петровскими временами, когда Петр I своим указом дал импульс вот освоению, вообще создал эту экспедицию, наметил планы и дал задание Витусу Берингу открывать неизведанные земли на востоке нашей страны, которые, по сути, прирастили территорию, очертили границы, сделали неизвестное понятным и доступным нам. И вот исторический парк совместно с Русским географическим обществом вот тоже участвуя в этом проекте, и не только, да, а вообще по собственной инициативе, значит, реализует проект, и он продолжающийся проект, вот подготовки и издания таких вот интересных открыток, который называется «Открытие Якутии». Здесь есть, да, вот даже серия из 12 открыток у нас тематических, которые открывают нам различные страницы, значит, истории развития науки нашей. Вот какие-то природные объекты и достопримечательности, рассказы. Это же ваш. Да. Здесь это проект нашего методиста, нашего парка Лады Петровой, Лады Евсеевой, Лады Петровны Евсеевой, которая выиграла большой, очень серьезный грант фонда, я, к сожалению, не помню, культурная инициатива, кажется, да? Ну, Нет, да. Это вот для меня не суть важна. Но у нас здесь стоит стелла, и, Да. и там здесь это же что-то связано с Якутией, да? Это связано с Якутией, с теми людьми, которые в разные периоды истории бывали здесь и стали знаменитыми, либо благодаря Якутии, либо сделали Якутию, значит, известной своими произведениями, да, то есть какая-то часть жизни была и творчества была посвящена нашей республике, и чем мы тоже горды этими людьми, и посчитали необходимым вот водрузить такую стелу, на которой отобразить их имена, для того, чтобы наши посетители могли больше узнать об этих людях, об их творчестве, об их вкладе в науку, в культуру и так далее. И еще здесь серия открыток о науке. Это Да, серия открыток о науке, допустим, вот
Опрончичев, да? Так, нет, это значит Георг Стеллер и командор Витус Беринг. То есть это имеет отношение как раз-таки к Великой Северной экспедиции, да? Мы знаем о том, что она внесла огромный вклад в науку, да? По сути, мы через 2 года будем отмечать 300-летие Академии наук, а эта и экспедиция планировалась Петром I практически в 1 год. В 1724 году Петр I подписал указ о создании вот этой экспедиции, в начале этой экспедиции. И в 724 году он подписал указ о создании Академии наук. Вот. И, конечно, у Витуса Беринга был научный отряд, в который входили такие выдающиеся имена, как Георг Стеллер, Яган Гмелин, Герхард Миллер, Степан Крашенинников и так далее, которые белые пятна сделали как бы уже наполненными смыслом. Но это понятно насчет вот великой экспедиции. Я хотел бы обратить внимание на якутскую науку. Отдельный, да, у вас здесь? Да, здесь у нас, пожалуйста, вот, допустим, якутская лошадь. Это связано с институтом, нашим научно-исследовательским институтом сельского хозяйства. Академик Черский, который обосновал наличие здесь крупной нефтегазовой провинции, значит, основатель, он вообще был председателем президиума Якутского научного центра, академиком РАН, Академии наук Советского Союза, и который основал здесь ряд научных институтов. Также, допустим, мы смотрим, вот открытка, которая имеет отношение к созданию и истории первого академического научного учреждения Якутии, Института языка и культуры, основателем которого являлся Платон Алексеевич Аюнский, наш выдающийся государственный политический деятель. Вот. Также Якутск – это колыбель мерзлотноведения. Вот. С мерзлотой у нас очень много связано. Мы знаем, что Россия – это 70% это практически вечная мерзлота, очаговая или сплошная. Вот. И наш институт это просто является нашей визитной карточкой, которая наш институт, он практически первый в мире институт, изучавший мерзлотоведение, имеет свою огромную историю. Северное материаловедение, которое связано у нас с именем выдающегося ученого, первого ученого, академика из народа Саха Владимира Петровича Ларионова. Вот. Вот, допустим, есть открытка «Ученые Обручев». Значит, Сергей Владимирович Обручев является тем человеком, который обосновал у нас наличие огромного Тунгусского каменноугольного бассейна, который обосновал наличие мощного Яно-Индигирского золоторудного поля. Да? Человек, который внес большой вклад в плане популяризации Якутии, потому что он обосновал, что в Якутии находится полюс холода северного полушария, где постоянно обитают люди, мы с вами. Вот. И сегодня на Ваймикон буквально не зарастает тропа со всего мира. Дмитрий Иванович, и что сегодня произойдет в историческом парке? Сегодня Международный день почты, мы поддерживаем, являемся таким мощным центром проведения вот этой акции. Великой Северной экспедиции, она, конечно, связана, как я уже говорил, с историей нашей науки. Вот. И вот эта акция, она распространяется по пути следования этой Великой Северной экспедиции. Якутск был крупнейшим центром освоения дальних земель, потому что здесь была база Витуса Беринга, где он формировал свои отряды, где он строил свои планы, где он готовил свои экспедиции, да, снабжал их лошадьми, железом, построил целый железоделательный завод. И это был этот путь Великой Северной экспедиции, он же и был, по сути, продвигал почтовую связь на всем своем протяжении. И вот этот самый длинный почтовый маршрут из Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского, я, может, коллеги мне подскажут, сколько километров он был протяженностью, но это 12 тысяч километров, пожалуйста. 12 тысяч. И сегодня надо же, что-то произойдет, я смотрю, лотереи есть, да? Да, сегодня каждый участник этой акции может приобрести открытку, приобрести марку, отправить эту открытку своим родным, близким, любимым, вот, и стать участником лотереи, призом которой является
уникальные, опять же, открытки очень ограниченной серии о Великой Северной экспедиции, получить сертификат, а также получить призы отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия. Вот мы видим, что уже много желающих прошло, приобрели открытки, опустили свои лотерейные отрывочные талоны, по которым мы сможем найти победителя этой акции. И передадим эстафету дальше в Тверь, а потом уже, насколько я помню, в Санкт-Петербург. Спасибо. А можно я подойду к регистраторам? Можно узнать, вот какая система вообще, многие спрашивают, да, как производится вообще на деле, что нужно сделать и потом вообще что сделать, чтобы участвовать в этой акции? Алгоритм совершенно прост. Покупается сначала открытка, в ней берутся марки, марки, соответственно, клеятся на открытку, открытка подписывается, опускается в почтовый ящик, и после этого вы становитесь участником акции. Все просто. Спасибо. Посмотрим, как вот это. Сейчас начнется открытие данной акции. Вот набор ТГГ. Сколько рублей-то получается? 3. Там 18 рублей написано. А, вот по 6 рублей. Значит, 3 марки, наверное. 3 марки. 3 марки клеить, да? Ага. Ага, хорошо. Потом придешь, хорошо? Уважаемые участники, посетители музейного комплекса «Империйский парк», начинаем официальное открытие акции российской, посвященной Великой Северной экспедиции, приуроченной Международному дню почты 9 октября. Эта колонна посвящена 350-летию со дня рождения Петра Великого. Разрешите слово предоставить одному из инициаторов поддержки этой акции в Республике Саха-Якутия. По итогам прошлого года наша республика получила такое почетное право в год столетия республики провести такое интерактивное организационное мероприятие. В чем суть ее состоит? Это то, что мы дали информацию, и акция будет проходить целый день. С любого населенного пункта нашей республики можно приобрести любую открытку и отправить на адрес исторического парка, директору которого я хочу дать слово. Соловьев Дмитрий Иванович, директор парка и исполнительный директор отделения Русского географического общества, который является тоже одним из поддерживающих инициаторов в масштабах России, ну а в масштабах всей России, Дмитрий Иванович расскажет, кто же у нас инициатор. Пожалуйста. Спасибо, Михаил Михайлович. Уважаемые друзья, очень радостно всех вас видеть в историческом парке, потому что исторический парк – это место, где можно узнать много интересного, посетить интересные выставки, и не только мероприятия, самые различные. А сегодня это мероприятие связано у нас с днем, Международным днем почты. Мы в этот день уже второй год подряд поддерживаем одну очень интересную акцию, которая возвращает нас к истории 300-летней давности, когда Петр I, а мы в этом году отмечаем 350 лет со дня рождения Петра I, учредил Академию наук России, и одновременно в эти же годы он дал старт великой первой и второй Камчатской экспедиции, которую сейчас мы называем Великая Северная экспедиция, которая имела очень большие стратегические задачи. Изучение восточных окраин России и нанесение на карту территории нашей страны. По сути, превращение в лоно Российской империи огромных земель на востоке. И вот эту задачу
он выполнил. И для того, чтобы привлечь внимание вот, и к почтовому тракту, который, собственно, Витус Беринг своим продвижением продвигал и почту тоже, да, и это был действительно создан самый длинный почтовый маршрут вот, до Петропавловска-Камчатского из Санкт-Петербурга. Мы, конечно, говорим о заслугах Витуса Беринга, говорим много о тех результатах его академического отряда, о его заслугах в открытии новых земель. Вот. И благодарны нашим общественникам. Дело в том, что вот этот вот проект флешмоба — это по сути общественная инициатива. И вот мы должны понимать, что от общественной инициативы, от нашей личной инициативы зависит очень многое. И вот это вот как бы яркое подтверждение того, что Ильдар Маматов, Валерий Сушков, один предприниматель, второй издатель, значит, да, родом из Ильдар Маматов, родом из маленького пермского города Оса, благодаря этой акции вложили очень много сил в то, чтобы придать популярность этой локации, своему городу. Ну, кто знает город Оса, как казалось бы, да? Вот благодаря имени Беринга, который там останавливался всего лишь на 44 дня, они сделали этот город известным, практически на всю страну. Сейчас огромное количество туристов посещает этот город. В Якутии Беринг был более 4 лет. Да? То есть нам нужно тоже хвататься вот за такие идеи, и мы сейчас говорим о внутреннем туризме, о развитии каких-то наших достопримечательностей, о развитии вообще системы гостеприимства, туристических услуг. В этом плане у нас просто бездна. Якутия — это действительно бездна, это огромная территория, это уникальная нетронутая природа. Это различные географические зоны, это, значит, и тундровые пустыни, и, значит, и зона тайги и так далее, и так далее. Огромное количество рек, озер. Вот. Поэтому это пример хороший для всех нас. Ну а если вы вернуться к акции, то я призываю всех поучаствовать в этой акции. Дальше эта акция переходит в Тверь, дальше она переходит в Санкт-Петербург. Вот. И таким образом, вовлекая как можно больше людей в эту акцию, мы благодаря открыткам можем тоже очень многое узнать. И я горжусь тем, что исторический парк стал производить и тиражировать открытки об уникальностях нашей республики. И вы сегодня, приобретя эти открытки, тоже можете, наверное, сформулировать какую-то свою идею и подать нам. Мы, может быть, с вами тоже сработаем и опубликуем, и издадим хорошую открытку. Ну, я, наверное, что-то забыл. Я вас всех поздравляю со Всемирным днем почты. Желаю интересно провести время. У нас тут прекрасные интересные выставки есть. Тоже их посетить. И сказать, что 19 октября нам, музею, исполняется 5 лет. Вот, я думаю, что хорошие результаты мы достигли, и в том числе в сотрудничестве с вами. Спасибо вам, что вы сегодня с нами. Это тоже поддержка нам. Также я хотел, пока не забыл, сообщить, что у нас в декабре мы должны открыть выставку о Петре Генрике, посвященную 350-летию со дня рождения Петра I. И эта выставка, она придет к нам из Санкт-Петербурга и будет транслироваться по всей нашей сети. Я вас всех приглашаю. Спасибо большое. Сейчас у нас есть приветствие от Ильдара Маматова. О его роли уже сказали. Он инициатор и такого большого аудио-виртуального реального тура под названием «Великая Северная экспедиция». Вы посмотрите, если на сайт Беринг, то начиная от Санкт-Петербурга до Камчатки, это наша российская часть, но эта часть, она охватывает еще 14 стран. Это те страны, откуда были люди из команды Беринга, Чирикова. То есть это вообще был интернациональный отряд, и могу сказать для студентов, выпускники из Санкт-Петербургского университета, только-только ставшие участниками отряда, они общались с иностранными специалистами на немецком и на французском языках.
Представляете, если сейчас вот вас, студентов, отправить сразу в экспедицию по со словами разговаривайте на французском с носителем языка, это, наверное, сложновато. Вот такой был международный отряд, и Ильдар Маматов это все объединяет. 14 стран, множество регионов, почти половина нашей страны. Пожалуйста, Сандер. Флешмоба «Великая Северная экспедиция». Поздравляю вас с Всемирным днем почты и желаю следующего. Пишите друг другу письма, отправляйте открытки почтой. Это совершенно другое. Это не электронные письма и не смс, и не переписка в чате. Это живые письма. Дорогие участники туристического флешмоба, Спасибо. Великая Северная. Ну и Валерий Сушков смог организовать такую интересную тропиночку Роскосмос. И в этом году, год столетия республики, с этой акцией нас поздравили с Международной космической станцией «Мир». Космонавты, вы не действующие. Уважаемые работники почтовых служб, филотуристы и участники второго всероссийского туристо-почтового флешмоба «Великая Северная экспедиция» в честь 350-летия Петра Великого, а также уважаемые жители и гости республики Саха-Якутия и города Якутска, где находится эпицентр проведения второго всероссийского флешмоба в год столетия образования Якутской АССР. 9 октября ежегодно отмечается Всемирный день почты. Громадный вклад в развитие почтового сообщения в России внесли камчатские экспедиции под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Во время Великой Северной экспедиции было налажено регулярное почтовое сообщение между Камчаткой и Санкт-Петербургом. В наши дни, как и несколько веков тому назад, письма, открытки и почтовые отправления доходят до адресатов и доставляют радость получателям. Мы, российские члены экипажа Международной космической станции, от всей души поздравляем всех работников почтовых служб, филотуристов и участников второго флешмоба «Великая Северная экспедиция» со Всемирным днем почты. Желаем новых свершений, новых открытий и исследований нашей любимой Родины России. Здоровья, благополучия и мира. Мы, космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Сергей Прокофьев. Спасибо большое. Вот у нас у оргкомитета такая интересная возможность, и я думаю, что это не последнее. Тут перед этим были интересные такие видео, мы еще раз их пустим для всех желающих. Есть голубиная почта, есть почта, связанная даже с, как говорит Валерий, пчелиная почта. Он попросил нас организовать собачью почту и оленью почту. То есть мы, соответственно, должны чуть попозже, когда с ней выпадет, организовать и для него сделать такую вещь. Вот поэтому почта самые различные. Я думаю, если вот пчелиная почта непонятно есть или нет, то вот, наверное, в 19-18 веке собачья и оленья почта точно реально работали, по-другому их у нас и не было. Теперь немножко об акции, как она же работает. Конечно, нужно приобрести почтовую открытку. Здесь удобно, в историческом парке она уже имеется, изготовлена. Официальная государственная структура реализует. Марка, она обязательно нужна, потому что без этого это всего лишь открытка сувенирная. Как только появляется марка, она подходит по всем стандартам, вы ее, марка здесь имеется, опускаете в почтовый ящик, символ Почты России. Спасибо нашим почтовым службам, что они предоставили нам ящик. Заполнить, конечно, нужно куда. Ну, у нас интересная ситуация, мы заполняем здесь адрес исторического парка, увозим в главпочтам, там ставим печатки и обратно сюда они там приходят. Ну, укороченный такой путь, но что делать? Такой принято, без штампов, гашений на почте.
это не считается за отправление. Поэтому такая интересная вещь. Теперь у нас есть розыгрыш призов. Мы двухчасовую такую вот проводим мероприятие. И для тех, кто пришел к нам в исторический парк, мы проводим лотерею. Есть очень интересные призы. В частности, комплект, который предоставил нам оргкомитет Сушков Валерий, он уходит по таким коллекционерам российского масштаба, их немножко изданы. Он нам предоставил 10 комплектов. Он их оценивает с марками там, специфически деревянными, сувенирными, там, особенности около 1000 рублей. Они будут разыгрываться сегодня в 3 часа. Так что 4, хотя посмотрим по количеству, может поменьше сделать. Так, вот поэтому будет розыгрыш, еще будут розыгрыши контрмарок на наш великолепный спектакль, поставленный Андреем Савичем Борисовым в Русском академическом драматическом театре имени Пушкина с процветением Марии. И тоже будут разыгрываться. Им большое спасибо всем за предоставление таких интересных призов. Также призы предоставляет на сегодняшний день отделение Русского географического общества и, конечно, наш великолепный исторический парк. Мы разыграем определенное количество объема, но мы для некоторых, которых вот будут присылать по республике, часть этих призов разыграем в декабре перед открытием выставки, потому что мы получим со всей страны эти открытки, у нас тоже будет розыгрыш для них, для всех. То есть не все для участников, которые пришли, но и для участников республики. И итоги акции будут подведены в декабре. Мы распишем, какие регионы нам отправили, с каких городов, с каких субъектов. Конечно, 14 стран мира не отправят, но субъектов все больше и больше. В прошлом году, сами понимаете, был первый флешмоб, у нас второй. Мы фактически только начинающие, зачатки, пилотные проекты, но на следующий год будет Тверь, там уже готовится мощный оргкомитет. И в 2024 году, конечно, это Санкт-Петербург, 300-летие Российской Академии Наук, которая очень тесно связана с этой экспедицией, потому что, вы заметили, академический отряд. И первая экспедиция, которая была создана для строения нашей Якутии, это была экспедиция академического отряда, которая была прикреплена персонально к Берингу. Поэтому Беринг в какой-то мере в Якутии основоположник всех инноваций в области металлургии, ремесел, то есть сейчас это можно называть строительная индустрия. Это еще плюс почтовая служба, а если считать почты, что это сейчас электронная связь и огромный логистический центр интернет-торговли, и плюс еще основатель в какой-то мере толчок дал для развития академической науки. Ну, представьте себе, в 1724 году Российская Академия Наук только-только учреждена, фактически она не работает, и в 1932 году есть указ о создании академического отряда. Сразу же первая экспедиция едет в Якутию. И 4 года здесь работают академики. Ну, с перерывами отъездами, причем мирового уровня. Вот такой у нас легендарный Якутск, легендарная наша республика, а Охотск, где построились первые российские корабли, которые осваивали в дальнейшем Японию, Аляску, это тоже была якутская территория. Поэтому в год столетия республики, конечно, это очень-очень важно. Теперь немножко информации. У нас сейчас будет акция и возможность все оформить, сделать. Не забывайте, что нужно сделать фотографию, что нужно отправить ее на QR-код в группу ВКонтакте или по электронной почте. Не забывайте зарегистрироваться, когда вы получаете электронный сертификат, и у вас будете участвовать как участник акции. И это тоже очень важно. А в 12 часов мы ждем вас всех, абсолютно всех, на лекции, очень интересной, где будем рассказывать про Беринг Якутии и рассказывать о состоянии того судна, который в этом году стал центром вообще историко-культурного такого события года. Это у нас сейчас вернулось, можно считать, дубль шлюпка Якутск, который в Якутске стартовала буквально, Олег, чуть ли не 9 октября она поехала на север и, соответственно, смогла там провести очень много вещей. Поэтому
Платон Шинкаренко и я, мы будем рассказывать про экспедицию, про Беринга и про Луперштубку Якутск. Приглашаем в 12 часов. Тоже будет прямая трансляция. Ну и дальше, я думаю, в час мы разыграем. Около 2 часов отчитаемся уже в Москве. Они туда обещали проснуться, пообщаться. Ну и в 3 часа, наверное, поедем делать спецгощение и отправлять все ваши почтовые открытки уже на главпочтам. Сейчас я предлагаю сделать историческое фото и дальше будем идти по акции. Пожалуйста, коллеги, я думаю, самое хорошее вот здесь стоит, да? Здесь, да? Хорошо. Анастасия, давай всех построим и сделаем фото. Уважаемые, так, Дмитрий Иванович, центр, пожалуйста, мы сделаем фото и как своеобразный отчет для этого. Спасибо, поздравляю всех, давайте поблагодарим друг друга аплодисментами. Свет разверни тут. Свет. Тут, как говорят специалисты, надо наоборот в ту сторону. Уважаемые участники акции, все туда, пожалуйста. Петр Иванович, центр? Ну, можно чуть